Дом с зеленой крышей. Сидит, вот так вот за руль держится и ждет. Я говорю, а что не едем? Он говорит, а где второй? Я говорю, какой второй? Он говорит, так вас же двое выходило. А я выходил, я что-то такое увидел, сам не понял что, но я очень сильно испугался. Ты что, как маленький там в привидение веришь? Делом займись лучше. Офигеть. Вот этот момент, он меня просто чуть не убил. Я своими рассказами, привлек, потревожил как бы потусторонний мир. Всем привет, меня зовут Аина, и сегодня будет необычное видео. Сегодня я решила снять видео не одна. Сегодня я буду снимать видео с тем человеком, без которого не вышли бы мои видео про мистику. Сегодня я снимаю видео с Тремидом, Дмитрием Михайловым. Можешь представиться, сказать всем привет и так далее. Всем привет. Обычно, когда я представляюсь или даже когда меня просят отправить свои регалии, я отправляю всего 3 слова. Журналист, писатель, блогер. Да, я видела в описании, там коротко, четко, понятно, ясно. Да, это как бы максимально точное и максимально краткое описание. Мы плавно перейдем к нашему диалогу. В общем, поскольку я никогда не брала интервью, подкасты, и вообще мне немножко сложновато коммуницировать с другими людьми, наверное, будет немножко неловко. Но, надеюсь, мы справимся. Давайте мы начнем наш диалог как раз-таки с нашей главной темы, с темы мистики. Расскажи вообще про свой проект «Страшные истории Якутии». Вообще, что это такое, чтобы объяснить людям, и вот так, в 2 словах. Проект, он вообще из себя представляет на самом деле медиапроект, то есть он широкий, там есть видео, там есть аудио, там есть тексты, картинки и так далее. В этом мне помогает, кстати, несколько человек, о них чуть попозже тоже расскажу. Проект зародился на самом деле в 2009 году, когда я работал на радиостанции и когда я провел первый в своей жизни хоррор-подкаст, грубо говоря. То есть я сделал тематическую передачу разовую, и эта тема мне очень понравилась, и я решил делать подкасты. То есть несколько лет спустя я начал записываться на бывшем месте работы на радио. К сожалению, эти записи пропали. Так и они не вышли в свет. Потом я нашел уже другую студию, что-то записывал еще самостоятельно, самопально. И я так сделал 10 подкастов в 2014 году. Проект «Страницы ночи» представляет вам новый рассказ, который называется «Братская могила Чучур-Муран». По городу кружит много слухов и историй о безымянных могилах на Чучур-Муране. История первая. Жуткий подвал. Говорят, что произошла эта история в 80-е годы в Нюрбинском районе. Если так вот кратко, я начал просто оставшиеся рассказы, которые я не озвучил, я просто начал их собирать в текстовый файл, то, что может пойти. И я их просто начал по одному выкладывать на дневники ИКТ, на сервис, которого сейчас уже нет, к сожалению. И я вдруг проснулся знаменитым. То есть именно там меня настигла первая слава, но тогда у меня еще было достаточно много хейтеров. То есть были комментарии типа, ты что, как маленький, там, в привидение веришь или там делом займись лучше. Но это было мое хобби. Как бы продолжал делать, и по мере того, как популярность росла, голоса хейтеров, они уже элементарно как бы сошли на нет. Так у меня зародился проект. У меня на самом деле огромная просто база есть историй, которые, они звучат просто не очень-ски. То есть они реальные, но там они звучат, например, в духе «я что-то такое увидел, сам не понял что, но я очень сильно испугался». Я старался публиковать как бы по-настоящему интересные истории, у которых есть там предыстория, у которых есть какая-то легенда или какие-то вот версии объяснения и так далее.
Также есть чисто подкасты. Один московский актер озвучил первую мою книгу полностью. Кстати, да. Я пока думаю над площадкой, где ее можно будет разместить, чтобы кто-то мог ее скачать и чтобы я получил какое-то вознаграждение за это. Да, это было бы очень интересно послушать как раз-таки подкаст. Да. И сами текстовые книги в электронном формате тоже продаются на Литресе. И на данный момент продано, по-моему, около 700, что ли, экземпляров. О, круто. Книги, то есть или 800, то есть я стремлюсь к цифре 1000. Потом, что, насчет видео уже сказал, насчет подкастов сказал, а у меня еще есть двое художников проекта, которые этим занимались уже неоднократно. Это Роман Марков, который нарисовал первую обложку первого моего сборника бумажного. И Сахая Солдатова, она делала для второй моей книги, для переиздания на якутском языке. И делала даже дизайн для издания в издательстве «Аяр», а не «Среди нас». Но уже это было не мой личный проект, а проект издательства. То есть она там как раз в тот момент была художником, и плюс еще ее как раз к этому проекту привлекли. Вот это тоже, конечно, была такая странная мистика, то что даже находясь в проекте уже чужого издательства, мы снова там пересеклись. Очень много информации. Вот я сейчас послушала, и вот насчет того, что ты вот собираешь истории. Вот тебе вот эти мистические истории, они были интересны всегда? Все началось вообще с того, что у меня жизнь складывалась не совсем по классическим канонам ребенка в Якутии. Во-первых, я из театральной семьи. То есть у меня отец актер Сахатеатра, мама тоже работает в театре, но она работает в Союзе театральных деятелей. То есть это более такая конторская работа, но она тоже на самом деле не лишена креатива, потому что они постоянно организовывают мероприятия. Вот. Поэтому обстановка, в которой я рос, была такая не совсем стандартная. То есть я фактически вырос за кулисами. Это раз. И второе, мои первые непрерывные воспоминания в детстве, вот как момент самоосознания, он у меня появился, когда мы жили в здании Чароита. То есть это Каландрашвили 2, это Свято-Троицкий кафедральный собор, и это вообще одно из первых каменных зданий на Вечной Мерзлоте, кстати. Как раз-таки после вот этого здания у меня постоянно были какие-то слуховые галлюцинации. То есть первое, это в виде церковного хорового пения, хотя советский ребенок, он такого услышать нигде не мог вживую. И второе, вот оперное пение тоже меня преследовало, хотя его я мог слышать на работе. Потому что там, кроме Сахатеатра, был еще театр оперы и балета в одном здании в те времена. И плюс еще, когда мы с этого здания переехали, меня мистика настигла и в другом здании. Мы жили на 17-м квартале в деревянном бараке, и там вместе с соседкой мы увидели такое необъяснимое явление, как когда в воздух поднялся графин с водой, и кто-то начал пить. И меня больше даже испугало не то, что предмет поднялся в воздух, а то, что вода, она дематериализовывалась, только вот переливаясь через край. То есть я думал, что будет как в мультиках наполняться невидимый желудок или еще что-то, но такого не происходило. Или я думал, что она хотя бы будет выливаться на пол. Нет, она прямо исчезала. Исчезала на глазах? Исчезала, переливаясь через край. Офигеть. Именно этот момент, он меня просто чуть не убил. Это сколько лет было тебе? Мне было около 5 лет. Со мной еще была соседка, она была свидетельницей этого явления. Но она, к сожалению, пережила 2 наркоза, и поэтому она говорит, что с определенной уверенностью подтвердить не может, как вот этого произошедшего. Но я точно знаю, что она видела то же самое. И она очень сильно испугалась. Вот. И после этого получилось так, что мама меня научила читать еще до школы. И мне в руки попал сборник английских историй про привидения. Конечно, такой вот бэкграунд у меня, он сыграл свою роль уже много лет спустя. Но писателем я стал, кстати, после одного момента. Однажды я заболел, у меня воспалились все суставы.
пальцы, руки, ноги, спина и так далее. И обращался к врачам, мне ничего не помогало. Единственное, что я пил обезболивающие, и мне кололи противовоспалительные препараты. Ой, ага. Ну, как бы толку от этого было мало. Я думал, что у меня суставная ткань рано или поздно разрушится, и поэтому я отправился в большой шаманский трип. По земле Якутск, Бурятия, Иркутская область. И путь мой закончился в Хакасии, где я побывал в куче культовых мест. Причем я побывал сразу в нескольких местах, про которые целые передачи снимала РЕН-ТВ, между прочим. И это было просто реально классно. Еще я переночевал на острове Ольхон на озере Байкал, на Шаманском мысе. Это тоже такое мощное трансформирующее как бы место. И именно после вот этой поездки у меня внезапно появилась идея свой блог превратить как бы в книгу. То есть все, что вышло. Это было, по-моему, примерно году так в 17-м. И вот с 14 года по 17 я решил лучшие истории и несколько бонусных, которые они не выходили в интернете на тот момент, выпустить в форме сборника. Потом уже вышла не одна серия книг, то есть их у меня всего 3 теперь, и одно переиздание на якутском. И суммарные тиражи, они, по-моему, превышают, если все книги, включая электронные, суммировать, они превышают 10 тысяч экземпляров проданных. Вот. Очень большая цифра. Вот я запомнила вот историю с графином с водой. Вот ты был очевидцем такого паранормального явления в 5 лет. Но, наверное, за все свои года своей жизни ты видел еще более страшные вещи. Мне было бы интересно узнать, какая самая паранормальная, реальная, страшная история запомнилась тебе. Так, из тех, которые произошли со мной? Именно с того, как ты видел реально живыми своими глазами. Так, надо вспомнить. На самом деле прямых столкновений было немного, но могу сказать, что самый странный и страшный факт, то, что меня преследует полтергейст иногда. Да. Как это проявляется? То есть иногда бывает такое, то, что за мной что-то следует. Потому что очень часто бывали такие моменты, что либо, например, я провожу вечер мистических историй, где вот общаюсь с людьми, и там, например, иногда начинают двигаться предметы. Да. Да, однажды было такое, то, что в одном книжном магазине проводил мистический вечер. Сижу, представляюсь, и сзади меня стоит доска, на которой написано просто мое имя и то, что вот вечер. Ну, как афиша. И я только начал представляться, и тут же вот эта доска, она сдвинулась вперед на несколько сантиметров. И это все увидели, и кто-то еще из присутствующих спросил, говорят, вы что, ее задели, что ли? Я говорю, ну, смотрите, где я, да, и где она. Она у меня за спиной стояла. И она вот 3-4 сантиметра вот так вот проехала. Вот, чик. Потом был момент, когда я давал интервью одному блогеру. В процессе начала раскачиваться одна из видеокамер сама по себе. Как? То есть там был штатив тренога, и я такой рассказываю, а он на меня смотрит, он уже не видит камеру. Писались на 2 камеры. И вдруг я смотрю, одна из камер начинает вот так вот качаться монотонно. Я такой на него смотрю, и я такой спрашиваю у него, я говорю, ты ее ногой, что ли, задел? Он говорит, нет, и такой на нее смотрит, и рукой ее остановил, короче. О, боже! И он такой говорит, может быть, прекратить съемку, он хотел уйти, короче, домой. Боже мой. Потому что он говорит, он сидел, поджав ноги, и он не касался. Мы, кстати, потом проверяли. Там такой своеобразный был штатив, как куриная лапка. Вот, 3 нога, да? 3 ножки вот прямо у пола. И вот такой вот длинный. Но на нем стоял массивный зеркальный фотоаппарат. Не мог он сам с по большим себе объективом, раскачаться, да? От сквозняка он не мог раскачаться, потому что очень массивная штука, и он просто как бы массой задавливает. И мы еще проверили, способен ли он раскачиваться вообще. Такие, он подстраховывает, чтобы он не упал. Я такой толкаю сильно, и он такой туда качнулся, обратно качнулся, и тут же восстановил равновесие. И мы такие, опа!
Второй раз проверяем, то же самое, короче. То есть он может либо упасть, но шататься он не может. Мы с тем товарищем попрощались, и вот вечером я уже лежу дома. У меня тогда жила одна девушка дома, и ближе к ночи она вдруг спросила, говорит, это не ты сейчас, говорит, в туалет зашел? Комната, где она была, она как раз напротив туалета находилась. И самое интересное, что мы оба слышали, как кто-то ходит по квартире, но мы оба думали, что это кто-то другой. Ну, логично же. Ну да. Я слышал, как кто-то с кухни прошел в сторону туалета. Я думал, что это она зашла попить воды, ушла, не обратила внимания. А она, оказывается, тоже услышала, как якобы я хожу по кухне, прохожу по коридору, захожу в туалет и закрываю за собой дверь. Она такая сидит, ждет, потому что ей тоже захотелось. И потом она обратила внимание, что там свет не горит. Она говорит, странно, как он там может сидеть без света? Поэтому она дверь открывает, она не заперта, там никого, света не горит. Вот что такое? И тут меня спрашивают, это не ты ходила? Я говорю, нет, я вообще валяюсь, типа. О. Я своими рассказами, привлек, потревожил как бы потусторонний мир. Вот такая вот вещь была. И бывали тоже не менее странные вещи, когда, например, поздно вечером выходишь на улицу, вызываешь такси, выходишь на улицу, садишься, и водитель сидит, вот так вот за руль держится и ждет. Я говорю, а что не едем? Он говорит, а где второй? В смысле? Я говорю, какой второй? Он говорит, так вас же двое выходило. А я выходил из КПД, а в КПД же там лестница, можно сказать, винтовая. Ага. То есть там ты видишь предыдущий пролет. И если за тобой кто-то идет, ты как бы это определенно знаешь. Да. Вот. И плюс поздний вечер, тишина. Я уверен, что я выходил один. Я говорю, а как он выглядел? Он говорит, как, говорит, в черном. Он говорит, шел ровно за тобой. И он говорит, думал, что вы вдвоем типа едете. О, боже. И он поэтому сидит, ждет. Он думал, что я сел сбоку, и то, что тот пошел обходить машину. Ага. Да. Вот такие вот как бы бывают прикольные спецэффекты. Да. А тебе не страшно? Нет, потому что, извините меня, я вырос в такой обстановке. То есть я вырос в здании с привидениями, то есть где есть призрак-оперы и так далее. И жить в церкви — это реально очень готично. Ну да, это очень так. И получается тогда логично из этого делать вывод, что веришь ли ты в мистику? Такой вопрос. Ага. Разумеется, да, но есть определенные оговорки. То есть, исходя как бы из моего личного опыта, я сразу с детства уже верил в то, что существует потусторонний мир. Я в этом как бы был уверен на все 100. Но при этом как бы я не совсем прям люто суеверный и так далее. У меня есть как бы и критическое мышление, и как бы современный материализм тоже мне на самом деле не чужд. Я просто, во-первых, собираю истории, мне это нравится, обстановка, вот это, то есть атмосфера. И плюс я в голове эту информацию пытаюсь каким-либо образом систематизировать. То есть я ее на самом деле критически анализирую и стараюсь не видеть лишнего, короче, то есть того, чего нет. Давайте мы перейдем плавно к городу Якутску. Назови топ-3 страшных мест, чтобы люди знали, на твой взгляд. Но на самом деле у нас таких мест, где прям супер жуть какая-то происходит, на самом деле нет. То есть есть какие-то вот точные места, какие-то вот, например, определенные дома, определенные как бы зоны, где аномальная активность, она достаточно высокая. Потому что я собираю же как бы всякие разные свидетельства, в том числе как бы и короткие. В принципе, опасаться особо как бы нечего, потому что если, например, сказать то, что дом стоит на каком-то старом кладбище, то у нас этим может похвастаться половина центра на самом деле. Почти весь Якутск. Да. Объясняю это как. Раньше здесь на территории Якутска было более 10 церквей. Центр города был очень маленький. Это фактически там чуть ли не 3 улицы. Наши вот эти, это Ярославского, проспект Ленина,
Орджоникидзе, это как бы самый центр, и вот предлагающий еще. То есть город был очень маленький, можно было за час как бы от конца до конца зайти до революционной. Получается, на такой вот маленькой территории были церкви, и согласно христианским канонам близких старались хоронить как бы на Святой Земле. Вот, и поэтому в местах, где были церкви, там обязательно есть захоронение. Как бы в этом на самом деле ничего страшного нет, потому что почему-то такие места, они не всегда как бы аукаются. Я вот что заметил. То есть в некоторых домах, например, он стоит на костях, и как бы ничего. А бывают дома, где вроде бы ничего такого на его месте не было, но при этом там как бы реально жизнь происходит. Одно из таких мест, наверное, можно назвать Тыркат Уймада. Я не знаю, какая аномальная активность сейчас, но там раньше, в его окрестностях было достаточно как бы стрёмно, вот что могу сказать, потому что рядом стояли деревянные дома, там происходила всякая жуть, хотя ровно на тех местах там не было никаких кладбищ и прочего, но прям много было. Ну что-то такое есть, да? Да, много было историй с этим связано. Это так же, как, например, когда у меня спрашивают, какие места в Якутии являются наиболее такими как бы мистическими, я говорю сразу то, что, понятное дело, да, то, что Якутск, Намский район, Хангаласский район, там много историй, но это можно объяснить тем, что там высокая плотность населения, и, как бы, соответственно, истории тоже больше. То есть явно же истории должны быть больше, чем, например, по сравнению с пустыней. Но, тем не менее, лидирует заречье, особенно за рекой районы. Там на каждый лес, на каждый алаз, на каждую заброшку есть какая-то своя история. Вот прямо очень классно. Там раздолье для фольклора. И самые такие интересные места — это, по-моему, Татинский район. Но это тоже можно объяснить на самом деле логически. Потому что это все-таки, может быть, слишком громко будет сказано, но по факту это колыбель современной якутской культуры. То есть у нас большое количество как бы и государственных деятелей, и деятелей культуры, они вышли именно вот с того района. И получается, как бы там, культура тоже достаточно древняя. И, соответственно, поэтому там, конечно, очень много легенд, очень много мистики и так далее. Очень интересно. Насчет захоронения, тут даже когда дороги ремонтируют, они же находят кости. И насчет локации у меня такой вопрос. Дом с зеленой крышей. Ты там бывал? Да. Ага. Что можешь рассказать про этот дом? И сейчас вроде бы там живут люди, да? Да, могу рассказать все, что знаю, но мы тогда, конечно, уже за наш формат явно выходим за пределы. В двух словах буквально. Ага. Во-первых, этот вопрос самый попсовый, можно сказать. Да, то есть он самый популярный. Его мне задают всегда. К счастью, я провожу встречи в основном коммерческие или еще что-то, поэтому я сильно не нервничаю, потому что я такой, ладно, это входит в программу. А так до этого меня вопрос этот раздражал, и я уже шутил, что мне нужно, если бы я брал каждый раз 100 рублей за ответ на этот вопрос, то я не знаю, я бы купил квартиру. Но, в общем, там неизвестно на самом деле, что было. То есть поговаривают, что там убийство, но было или убийство целой семьи, или там кого-то замуровали, убили. То есть там версий слишком много. Эта история, она появляется в сети каждые несколько лет, кстати. То есть, каждые года 2-3. История достаточно древняя, она из нулевых годов. То есть относительно древняя для современной. И когда периодически появляется эта история где-то вот в пабликах, на сайтах и так далее, почему-то про него вдруг внезапно вспоминают, хотя она не нова совершенно. И периодически появляется хозяйка. Хозяйка квартиры и ругается. То есть появлялась, сейчас, по-моему, уже нет. Да. Но она появлялась, потому что ей, видимо, знакомые скидывают то, что вот снова там обсуждают твой дом. Я не поленился ей задать вопрос, то есть что там на самом деле произошло. Она мне ответила. Она рассказала свою версию. Я не говорю, что это правда, но она наиболее правдоподобна. Они строили этот дом
И они вот с отцом строили этот дом, и пока шло строительство, у них отец лег с инсультом, потом он умер. Из-за этого они строительство прервали, а потом у них начались финансовые проблемы, и поэтому они строительство дома не продолжили. Приостановили. Да, и они решили, что им проще всего будет продать этот участок с недостроенным домом. И говорят тогда то, что появился человек, который хотел значительно сбить цену на дом, ну, то есть на участок. И когда ему отказали, он рассердился и сказал, что тогда ваш дом никто не купит, и начал распространять слухи про вот это место. Но, с другой стороны, может быть, действительно там что-то такое происходило, то есть одно другого на самом деле не исключает. То есть они логически, в принципе, стыкующиеся вещи. Но я тоже считаю, что, скорее всего, рассказы про вот этот дом, они являются Слишком утрированными? Да. Слишком утрированно. Хотя, когда я там лично был, там тоже какие-то странные моменты бывали. То есть у меня на фотокамеру попадали какие-то странные кадры. Там такой вот как бы большой круглый объект был. Очень похожий на артефакт на снимке, но он у меня повторялся. То есть я по дому проходил несколько раз, и он у меня повторялся в одном и том же месте. Кстати, это было возле входа в кладовку. Ой. В кладовку? Да, это была единственная комната, в которой не было окон. О, Вот такая вот вещь. То есть рядом со входом, потом там один из ребят, которые с нами были, мы водили туда экстрасенсов, но я сильно им не верю, потому что они вынуждены были находиться в той позиции, где они должны были говорить «я чувствую», тем более на камеру. ну, кстати, да. То есть как так приехал, если ты прям действительно экстрасенс, но при этом не чувствуешь, ты не можешь этого сказать, потому что это шоу. Но там, когда в кладовке парень продолжал делать обряд очищения, вот этот пузырь, короче, прозрачный, он находился прямо перед ним. И когда он этот обряд закончил, этот пузырь исчез. Потому что я снова фотографировал все подряд в доме, и его уже не было ни на одном снимке. Интересно. Вот такой вот момент. То есть я сам чувствовал тоже в этом здании, но энергетика, конечно, там была не очинская, я вот сразу говорю. И, скорее всего, покупателей именно вот этот момент тоже отталкивал. То есть слухи, и потом еще, когда приходишь туда... Что такое? Здесь это не будет заметно в кадре. Ой, ну, посмотрим, ладно. Все равно монтировать мне, так что... Хотя это будет криповик. Ага. Опять какие-то странные вещи, да? Хотя если снять фильм, где постепенно будет снижаться качество, это будет отличный художественный эффект. Ну, типа, вначале кинематографично, а потом под конец уже там с пикселями, с заеданием кадров. Ну, вы увидели, да? Я надеюсь, что вставлю видео. У нас тут небольшие технические неполадки произошли. Может быть, из-за чисто технических проблем, а может быть, здесь есть какая-то мистическая доля. В общем, мы остановились на зеленой крыше, дом с зеленой крышей, вот, и как-то вот пришли к тому выводу, что там, скорее всего, что-то было, может, что-то не было. Мне интересно узнать, там сейчас живут люди, да? Да, потому что там шел ремонт, туда вставили окна, там горел свет. Да, я тоже видела. И плюс еще этот дом, он появлялся на площадках типа Авито. На продажу. Ну, да. И до меня доходили слухи, что за продажу здания взялись риэлторы. Вот. И даже, по-моему, это здание, оно уже меняло даже владельцев, вроде бы как. Уже? Да. И сейчас там люди вполне спокойно себе живут. То есть я общался на одной из встреч с подписчиками. Нет, это на экскурсии было. На экскурсии один из людей, который неподалеку живет, он подтвердил, что там уже люди проживают, спокойно себе живут. И как бы ничего такого отлично. Не происходит. То есть история, она нашла как бы свой финал, свой хэппи-энд, где светит солнце, где смеются дети и так далее. Ага. Ну, отлично, что сказать. Надеюсь, они будут жить там долго. А сейчас мы находимся в Национальной библиотеке. И что же можешь ты сказать про это место, может быть? Ну, с этим местом прям таких жутких легенд не связано, но здание на самом деле легендарное, потому что здесь даже одно время находился музей, Якутский музей имени Ярославского.
То есть это он же потом переехал на то место, где находится сейчас. Вот. Здание вот это тоже достаточно древнее. Есть масса черно-белых фотографий интересных. Ну и плавно переходим к одной интересной площадке под названием YouTube, потому что, этот подкаст выйдет на YouTube, и мне, соответственно, интересно. У тебя же есть YouTube-канал. Расскажи про него. Вести его начал не так давно. Самое интересное то, что практически первый видос, он у меня достаточно хорошо залетел. Он набрал, я уже не помню, 200 или 300 тысяч просмотров. То есть, я думаю, еще, наверное, при моей жизни он наберет первый миллион, я так полагаю. Но популярный видос только один, потому что остальные набирают меньше, то есть там просмотры исчисляются тысячами, в особо неудачных видео сотнями. Я это считаю, что нужно просто нравиться алгоритмам YouTube. Тот видос был эталонный, потому что я его снимал на сопке с видом на реку Лена. Там горел костер, история была интересная, и у меня был... Там в кадре был не я, там у меня был интересный спикер, который рассказывал историю своего отца. И история, видимо, понравилась... Людям, многим. Да, и людям, и алгоритмам Ютуба, и он начал продвигаться по всему русскоязычному сегменту. Почему Ютубу? Да, потому что просмотры растут до сих пор, комментарии регулярно приходят. Вот. А так, в целом, я делал подкасты, но я, наверное, доволен не всеми. То есть некоторые из них я, наверное, удалю и буду заново озвучивать, потому что в некоторых местах я пытался читать с планшета, то есть читал при помощи суфлера. Но оказалось, что для живых историй это очень плохо, это очень сильно влияет на атмосферу. То есть либо надо это дело писать идеальный текст, репетировать долго, либо нужно просто запомнить примерно схему, как говорить, и рассказывать искренне. То есть два варианта, оказывается, у таких подкастов. А когда просто зачитываешь механический текст, статью или еще что-то, по комментариях об этом тоже говорят, то, что подача не очень и так далее, и плюс еще просмотры не увеличиваются. Либо можно такие заученные тексты говорить в каких-то очень коротких видосах, буквально там на 1-2 минуты, если какую-то. Не думал поменять как-то формат или подавать информацию другим способом? Да, думаю, я буду экспериментировать в любом случае. То есть над разными форматами, тем более это просто хобби, я сильно ничем не рискую. И что, говоря насчет проектов, еще на будущее, что у тебя, какие планы на лето? На ближайшее лето и на ближайшее время? В планах, конечно, делать новые подкасты обязательно. А также я пишу сразу несколько книг, кстати. Не знаю даже, какая из них выйдет первая, но планирую первую книгу выпустить на тему мифологии народа Саха, то есть что-то вроде энциклопедии, то есть по нашему фольклору. Я очень долго думал на тему, как это дело классифицировать, то есть кого как звали, каким божествам наши предки поклонялись и так далее. Но оказалось, что существуют уже эти записи. Я покопался просто в первоисточниках, и я нашел так называемые научные труды Кулаковского. Знаменитая его книга, она на самом деле была издана, насколько я знаю, после его смерти на основе его черновиков. То есть фактически это его незаконченные произведения, и там просто все в кучу сложили, то, что просто напечатали его черновики, все, что было более-менее готово. И там была как раз эта система, то есть он ее просто не успел расписать Систематизировать? Нет, система есть, он расписать не успел. Но кого как зовут, кто на каком, где там на верхнем, нижнем, среднем мире обитает и так далее, на самом деле каркас есть. И на основе этого каркаса я планирую собрать что-то вроде энциклопедии, то есть закончить его работу. Это очень, очень круто, очень интересно, так сказать. И мы подходим к концу. Наше интервью заканчивается. Было очень интересно узнать тебя поближе, поговорить, послушать истории. Я пожелаю удачи в твоих будущих проектах, так сказать. И спасибо большое, что пришел и поговорил со мной.
Я тоже очень рад был встретиться, пообщаться. И очень надеюсь, что у нас в процессе съемок тоже что-то такое интересное попало в кадр. Да.